Здравствуйте! В эфире программа «Акцент». Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности ректора Якутской сельскохозяйственной академии Иван Иванович Слепцов. Иван Иванович Слепцов окончил Якутский сельскохозяйственный институт, Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации по направлению государственное и муниципальное управление, кандидат экономических наук. С 2011 по 2014 годы занимал пост министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха-Якутия. Селу нужны квалифицированные кадры, а потому кадровая составляющая аграрного кластера – вопрос, требующий пристального внимания. Станет ли образование локомотивом для села? Об этом и другом мы сегодня и поговорим. Здравствуйте. Добрый день. Все-таки когда состоятся выборы ректора академии? Ведь скоро уже год, как вы приступили к своим обязанностям. 21 числа у нас ноября пройдут конференция пройдет, где мы должны избрать ректора. Аттестацию прошли два кандидата. Это я и Черкашина Анна Георгиевна, проректор по учебно-воспитательной работе. Каковы у вас реальные шансы? Я думаю, все будет нормально. Коллектив свое слово скажет 21 числа. То есть уже совсем скоро. Ну, несколько дней осталось. Известно, что в прошлом году академию лишили лицензии по двум, скажем так, бюджетообразующим направлениям, юридическому и экономическому. Вот сегодня необходимы, наверное, нестандартные решения для поддержки статуса такого вот эффективного вуза. Что вы делаете для этого? Есть ли реальная возможность вернуть эту лицензию? Вы знаете, что в прошлом году были отозваны аккредитации по двум направлениям. Это экономика, бухучет и юридический факультет были закрыты. Но здесь мы проводим работу по восстановлению экономического факультета. В этом году мы набор провели, и в начале следующего года направим заявку в Минобр, Министерство образования и науки Российской Федерации. Если мы пройдем аккредитацию, мы уже восстановим факультет. А сегодняшний день мы открыли кафедру, и эта кафедра уже, значит, работает. Начала свою работу. 18 студентов мы в этом году приняли, плюс новое направление открыли, это среднепрофессиональное образование. По части экономики отдел открыт, и отделение, которое готовит юристов, тоже открыто. Поэтому мы в этом плане работу провели достаточно хорошо. Ребята уже начали свою учебу. Ну, несомненно, селу нужны квалифицированные специалисты. Какие вот профессии самые востребованные и какие новые откроются у вас в перспективе? Рынок диктует на самом деле, какие специалисты нужны отрасли. Ну, все отрасли востребованы. Сегодняшний день зоотехников не хватает, технологов не хватает, мясного и молочного направления. Землестроителей недостаточно, большие конкурсы идут. В целом мы в этом году, как я сказал выше, приемную комиссию провели хорошо. На одно место претендовали 2,5 человека. Мы приняли более 1000 первокурсников в этом году. Это для нас хороший результат. И средние баллы подняли, и, значит, качество студентов уже повыше стало. Я думаю, значит, в будущем еще, значит, это будет расширяться. Специализации у нас будут расширяться, и в целом дополнительно можем, если вот аккредитацию пройдем, факультеты новые откроем. Это не только экономика, но и вот планируем в 2018 году открыть факультет земельного и лесного дела. Этот вопрос у нас тоже актуален, и желающих достаточно на сегодняшнем этапе. Мы в рамках инженерного факультета землестроителей готовим. А если отдельный факультет будет, отдельный уже более детально, глубже будем изучать, давать образование. Как вы начали нынешний учебный год? Нынче у нас... Я знаю, у вас там какая-то вот перестройка, ремонт большой был. Да, больших, значит, изменений нету. Люди 1 сентября вышли из отпусков преподавателей и начали свою работу традиционно с 1 сентября. Значит, очень много народу было, очень хорошее настроение у сотрудников академии. Нынче мы, значит, как говорится, начали ремонтные работы в главном учебном корпусе. Ну и вот новое, значит, оснащение техникой,
купили тренажеры для инженерного факультета. Ну, обновления достаточно пошли серьезные, и работа эта будет продолжаться. То есть мы должны создать условия для работы для значит, преподавательского состава, для всех сотрудников академии, ну и в первую очередь для студентов тоже должны создать условия. Общежитие, значит, большую работу провели, инвентарь поменяли, мягкий инвентарь, мебель, ремонтная работа, санузлы полностью, значит, отремонтировали. То есть на данном этапе академии все условия созданы для работы сотрудников и для учебы студентов. Готовы ли ваши выпускники работать в вузах? Вы вообще проводите мониторинг? Какой процент из них трудоустраивается по специальности? Да, это один из мониторинговых показателей трудоустройства, значит, выпускников. Это вот мониторинговые показатели мы выполняем, отслеживается полностью. Те ребята, которые вот закончили, идут в армию, вот это одно. Есть те ребята, которые вот освобождены от службы в армии, и если человек сразу идет на работу, это вот отслеживается контракт по СНИЛСу и так далее. То есть не просто так для отчетности, да, а именно отслеживается поступление там налогов, поступление вот НДФЛ и плюс вот пенсионный фонд тоже. Если поступления идут, значит человек работает. А если поступлений нет, это не считается уже. То есть большинство все-таки едут в вузы? 70% у нас трудоустраивается, 70%. Но эту цифру мы должны минимально выполнять, 70%. А так мы заинтересованы, чтобы наши все студенты были трудоустроены. Каждый человек хочет получить высшее образование и хорошая работа трудоустроиться. Ну, трудоустроиться нормально. Здесь как бы и правительством Российской Федерации, и правительством республики плановая работа проводится, государственная программа специальная есть. Если человек создает семью, например, рождается ребенок, есть вот программа, значит, развития сельских территорий. В рамках этой программы даются субсидии до 700 тысяч рублей. Это молодым специалистам? Молодым специалистам и так далее. Есть подъемные, есть дополнительная субсидия на зарплату, например, от 10 до 15 тысяч рублей, как я знаю. Работал министром, поэтому знаю это направление, эту поддержку. Ну, то есть создаются все условия. Ну и хозяйство уже заинтересовано иметь хороших, высококвалифицированных специалистов. Например, сейчас вот технический регламент вступил в силу, да, по молоку и по мясу. Без технолога как не обойтись уже. Если хочешь иметь статус племенного хозяйства, например, да, по животноводству, без зоотехника никуда. Без ветеринарного врача тоже рисковать нельзя. Поэтому в этом плане, пока человечество есть, наши специальности будут востребованы. Это 100%. Ну, немножко, может быть, возражу, да, не секрет, что современное высокотехнологичное производство на селе скорее исключение, чем правило. Возможно, поэтому вот школьники не хотят выбирать сельскохозяйственные профессии. Как вы привлекаете молодежь, вот как ведется у вас в ВУЗе профориентационная работа? Спасибо. Это, я думаю, временное явление, потому что село все равно будет, и сельское хозяйство будет развиваться у нас. Спад был. Почему спад был? Да, потому что вся страна была в спаде, да? Не только в нашей республике. Советский Союз развалился, государство обанкротилось, да? Так скажем. И мы вот в 90-х годах начали вот поднимать, сохранили традиционно вот сельское хозяйство как есть, но мы сейчас должны развивать и товарное производство, и фермерское хозяйство должны развиваться, и подсобное хозяйство, частные хозяйства должны развиваться. Конечно, вот с приходом технологий, 21 век, тем больше специалисты нужны. Сейчас вот никто не хочет идти в доярка работать. Сейчас вот в центральных регионах уже не люди доят корову, а робот доит. Значит, надо к этому стремиться. Хотим ли мы, не хотим, нравится кому-то или не нравится. Но современные технологии должны внедряться в нашу вот отрасль. Это требование времени.
И мы, когда специалистов будем готовить, конечно, не хватает практики, все говорят, да? Но учхоз нужен. Здесь учхоз мы планируем создать. Если вот доверие коллектива будет 21 числа, да, мы обязательно в самое ближайшее время создадим учебное хозяйство, где будем проводить практику, чтобы студенты и теорию знали, и чтобы практику знали. Это будет эффективное обучение. Ну, все-таки в школах что вы делаете? Академия в этом году весной в целях привлечения, значит, абитуриентов, да, школьников к нам. 18 соглашений подписали с муниципальными образованиями. Сейчас вот начинаем работу с агрошколами. Готовим, сейчас Минсельхоз Республики подготовил указ, и оно на согласовании о непрерывном аграрном образовании. Если этот указ подпишется, значит, конечно, школа, СУЗы, вузы, производство. Вот это будет неотъемлемая часть этого указа. То есть мы должны готовить специалистов уже школьных лет. Дошкольных лет, даже дошкольных, можно сказать. Потому что человек должен любить эту работу, только тогда какой-то результат будет. Я никак не могу сказать, что я вот жалею, что у меня специальность за инженер, да за техник. Я наоборот горжусь. Сейчас вот, когда есть продукция, когда получаешь конкретный результат, душа радуется. И когда вот собираемся осенью, и здесь республиканская ярмарка, да, и Российской Федерации, там в Москве, ВДНХ обычно проводят. Все собираемся, уже показываем свои успехи, отчитываемся, планируем свою работу и так далее. Ну, то есть очень интересно. Аграрный сектор имеет большую перспективу. Те планки, которые были, значит, в советские годы, легко сейчас можно это, я думаю, достичь. Люди уже доят, где-то 3000 уже доят. Заинтересованы, очень хорошие субсидии даются. Плюс цена на молоко, на продукцию очень хорошая, интересная. Поэтому люди молча работают. Вот известно, что есть топ 50 востребованных профессий. Среди них, ну, здесь, в Якутии, у нас будут где-то вот 22 профессии из этого, ну, обучать будут этим профессиям, да. Кроме этого, могут быть свои какие-то региональные профессии. Вот было мнение, что у нас будут готовить специалистов по строганине. Что вы думаете по этому поводу? Ну, это строганина, это технологи общепита, наверное, будут заниматься этим вопросом. Мы технологов общепита тоже готовим. Готовите? Тоже готовим. Это конечный продукт. Мы на стол, если ложим продукцию, значит, нашей отрасли, да, это конечный продукт считается, да. Чтобы это достичь до строганин, надо много работать. Поэтому я думаю, конечно, строганина — это наш бренд, бренд Якутии. Это мы должны, я думаю, запатентировать, чтобы никто не отнимал у нас. А то в некоторых регионах даже под якутским брендом много продукции делает. Оленина по-якутски, там чипсы я видел. В Китае якутские чипсы из оленины. Они так и называются, якутские чипсы из оленины? Да. Или китайские чипсы? Якутские называется, а делает Ямал, по-моему. Вот видите, да? Наш бренд пользуется спросом. Если якутская, это значит хорошо, в сельском хозяйстве. Якутская рыба, все, очередь стоит. Якутская жеребятина, очередь стоит. Ну, Якутский сыр, молочные изделия, очередь. Вообще ажиотаж. Только в якутском павильоне очень большие очереди. Это не просто так, это большой труд, это, конечно, наш результат, когда люди довольны, понимаете? Когда с удовольствием кушают нашу продукцию. Это мы должны гордиться, а то все время о плохом говорим. То все там у нас нормально идет процесс. Естественный процесс, конкуренция. Конечно, себестоимость выше, чем в центральных регионах, да? Но, конечно, климатические условия другие у них. А здесь у нас свои фишки и плюсы тоже имеются. Поэтому в целом сельское хозяйство Якутии имеет большую перспективу. В целом мы должны готовить высококвалифицированных специалистов. А так рынок у нас достаточно большой, места для всех хватит.
Иван Иванович, а скажите, престижно ли быть студентом ЕГСХ? Раньше очень престижно было. Я сам учился ЕСХИ, заканчивал в 1994 году за инженерный факультет. На одно место 5 человек претендовали. Я в этом году сказал 2,5 человека на одно место уже. Со временем, я думаю, вот так же 5 человек будет. И иметь диплом Якутского государственной сельскохозяйственной академии будет очень престижно. Конечно, как у жизни каждого человека, каждого вуза тоже есть своя подъем и спада имеется. Я думаю, вот тот спад, который был, мы уже как бы прошли, сейчас будет подъем. То есть вы сейчас идете уже на подъем? Да. Ну, спасибо, что вы нашли время и приняли участие в нашей передаче. Спасибо вам. С вами была программа «Акцент». Всего доброго.